Угу. Ёкарный бабай. Эти реплики. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 9 января 2026 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, в авторской передаче «Когито Бурята». Мой соведущий гость Сергей Власенко, который там опять ищет информацию в информационно-коммуникационной сети интернет. Ну что, Сергей? Давай начнем фактически первую нашу передачу в новом году. 2 числа все отдыхали, 9 числа это первая передача в 2026 году. Мы были гостями у Ибрагима 2 дня назад. Но в полной мере, получается, как бы не обсудили те вопросы, которые ты хотел обсудить. Почему? Я думаю, мы все хотели их обсудить. Давай, говори. Что говорит, здравствуйте, уважаемые, так сказать, слушатели. Угу. За 8 дней Нового года произошло много событий очень интересных и важных. Одно из них то, что Трамп покорил Венесуэлу. Одним выстрелом, да? Одним выстрелом, да. Даже в то время, когда происходил захват кораблей, да, остановка их, так сказать, в Атлантическом океане, это одного этого корабля, то героически всплыла подводная лодка российская, посмотрела вокруг и также героически ушла на запад. Так, сейчас, подождите. Так, ага. И также героически ушла назад под воду. Корабли, этот, значит, в Атлантическом океане возле Шотландии арестовали, потащили в Соединенные Штаты, а второй корабль, такой же танкер «София», тот в Карибском море. Арестовали, там вообще все тихо прошло, и его сразу взяли на буксиры и тоже утащили в Соединенные Штаты. Теперь их будут судить по законам Соединенных Штатов за уголовное преступление, неподчинение санкциям, сопротивление. Но там, я думаю, что неспроста эти танкеры там курсировали. Это может быть как одна, такая инсайдерская информация пробегала о том, что они же там не просто вроде как нефть-то еще возили, но вполне возможно, что наркотики. На этом, который перерисовали они первый. Там же журнал бортовой с парохода взяли. И еще что-то нашли в трюмах американские солдаты. Но сказали, что нашли, но не объявляли еще что. Будем думать, что завтра, послезавтра, может, Трамп объявит, что они там нашли. Ну, в общем, там делалась, значит, некая инсайдерская информация, видимо, просачивалась о том, что
это своего рода экспорт-реэкспорт, хотя я не знаю, зачем там такие хитрости делать там из Ирана, значит. Вот они плавали между Ираном, значит, между Китаем и между Россией, ну или какими-то там, значит, точками, где база, там, скажем, российские есть, и там, где типа нефть перезагружали. Но поэтому, ну и вроде бы как логистически эти еще танкеры использовались для перевозки частей, содержащих вот эти всякие шахеды, там все И прочее. наркотики. Ну, наркотики это само собой, там же каждая, как говорится, это Мы приторговывает еще этим забыли делом. сказать про одну тему, я извиняюсь. Мгм. Иран очень Так. сильно. Там вообще тоже очень сильно стали выступать. Уже даже Шаха позвали, уже и Шах выступил. Сказал, что если народ меня позовет, я приду, я согласен. И согласен начать управлять страной в переходный период, а потом типа уйду в отставку. Поэтому просто мы забыли эту тему еще, напомню. Так что вот такие за 8 дней этого года уже события. Ну, самое интересное, это, конечно, Мадуро и 2 корабля, на которые Путин... Но Путин со злости, от злобы, от ярости, от гнева своего трусливого, ничего не мог лучше придумать, как взял и обстрелял сегодня, вот в сегодняшнюю ночь Украину. Ну, прям они уже по жилым домам все Да, они прилетело. тупо только по жилым домам уже, тупо все. И причем этим, видимо, что он хотел этим показать, что он этим орешником по Львовской области запустил. Но ты знаешь, дело в том, что то есть, если ты наблюдал вообще, в принципе, за ударами, так скажем, вот этих военных преступников, так называемой российской армии, да, которые неизбежно должны судить международным трибуналом, там всех Конечно. лидеров, вот этих всех генералов и так далее. Причем судить должны на развалинах в Украине. Нет, ну В тех местах. это должен быть трибунал Да, просто-напросто. ну, То есть они же, видишь, сейчас все вот эти хорошие русские, эти все выборы в ПАСЕ, вот этот Волков там возникший и Ой, так вообще. далее. Они же все, вот смотри, они же все делают для того, чтобы выскочить. То есть они тоже понимают, уже, ну, вся информация экономическая и так далее, вся у них там уже собрана. Они уже знают, что путинский режим, он несостоятельный как Ну, таковой. То есть он- следующий шаг это Все, следующий предреволюционная ситуация и, в общем, смена власти. При этом они же ведь, видишь, для чего громко-громко о себе заявляют, что там вот тот же Карамурза заявил, что он президент в изгнании и так далее. Потому что, ну, это новое, это значит, как, знаешь, вот эти показывают сериалы, всякие фильмы голливудские и так далее. И там, значит, вот этот, значит, плывет командир, и в какой-то определенный момент командир, значит, должен вскрыть пакет. И там, значит, ему задание написано. Ну, вот так Карамурзе, так и он вскрывает пакеты, значит, объявить, и там написано, объявить себя президентом в изгнании после определенных шагов. Ну, потому что, по-видимому, там же все равно вскрывается информация о том, что на самом деле Мадуро-то, ну, вместе с его женой-то, в общем-то, сдали. Так Причем... Мадуро уже сдал Путина, он уже дал показания на Путина. Ну, естественно, а что ты хотел? Ну как, если он герой, если он борец, то он смог сказать, что я... Да какой он борец? Он водил автобус. 51 статьей руководствуюсь Соединенных Штатов. И ничего не буду говорить. Понимаешь, в Америке, там тебя не хватают и потом тебя раскручивают, да? Там, ну, твое дело на твоих показаниях основано. Это у них считается, ну, такое себе. Понимаешь, как это дал сам всем на себя показания. Не может быть такое. Вы его пытали, сразу судья скажет. Не может быть такого. Что такое? Вот закоренелый преступник, бандит и так далее. Сам на себя дал показания. Такого не может быть. То есть у них уголовное дело, оно на доказательствах основано. Понимаешь? Естественно, это соревнование. Да, ты потом, конечно, если у них доказательств мало, но они знают, что ты жулик, они тебе предлагают сделку. И часто сделка вот для многих жуликов, она выгоднее. То есть там он не признает вину, вроде как, ну, стоит на своих, да. Ну, вот пошел на сделку, да, типа, короче, с него обвинения снимаются, определенный срок там и так далее. И в этом отношении, конечно, прецедентное право, оно такое. Но вот что касается жены Мадуро, мы вот у Ибрагима как раз это обсуждали, то есть она такая серый кардинал
темная лошадка. Ты еще говорил, что она была генпрокурором Да, еще до того, как да, да, да. она там была чависткой. Да, да, да. У них там, в общем, какое-то к там Чавесу и привела революционное свою там душу. прошлое и так далее. А он вот водила просто автобусы, который там говорил. Знаешь, у нас вот в Бурятии есть такое. Ну, не водил автобус, он таксист. Но вот он говорит. И, в общем, говорит много и так далее. И там даже был, помню, такой комментарий. Вчера вот слушал эфир с ним. Не помню, о чем эфир был, но это было завораживающе. И даже не помню, да? Да, ну то есть, ну, логика такая, что вот некоторым людям нравится кого-то слушать, например. Им просто нравится вот тембр голоса, там, манеры, ужимки, как там человек, ну, какое-то шоу должно развиваться там и так далее. То есть, люди же вот в политику просто так не приходят. Вот чем Жирик брал, да, тот же Жириновский, которого периодически вот эти достают видео там, значит. Он ничего нового-то, в общем-то, не говорил, это же все на поверхности лежало. И он же шоумен такой, то есть, собственно, на нем эта партия лежала фактически, на его вот этих всяких закидонах и так далее. Ладно, давай следующий вопрос. Вот что ты думаешь, вот сейчас привели к присяге вот эту тетку, которая тоже чивистка и так далее, на 90 дней? Она сама себя привела к присяге, она созванивалась же с Трампом, согласовали они, она привела себя к присяге и сказала Трампу, что делайте все, что считаете нужным, все, я буду вас поддерживать, вот, все будет окей. А потом, когда уладим все дела, в Венесуэле все успокоится, назначим выборы. А ты же помнишь, там даже где-то... Трамп ей сказал, мы назначим выборы, после которых ты уйдешь в отставку. Там же год назад Мадуро же начал маленькую победоносную войну с Гаяной. Ну, это из-за нефти, да. Ну, там потому что, оказывается, не демаркирована граница была, там еще вот с тех самых колониальных времен. Ну и вот чем-то напоминает Саддама, который полез в Кувейт. Да. Значит, говоря, что кувейцы, значит, прокопали там, пробурили таким образом скважину, что качают вроде с одного нефтяного поля. Да. Ну, то есть, а там же хитрость была, я еще помню, парочка статей таких была по поводу того, что вроде почему так долго режим Саддама Хусейна существовал и почему вот война была между Ираком и Ираном, значит, вот этим. Война была, да, много лет 10, что ли. Да, с этими с аятоллами, значит. И, кстати, вот тактика вот этих масс, значит, революционных-то, короче. Там же они сначала победоносно вошли, ну, потому что армия натренированная была. Нет, иракская армия. И они там даже вот какие-то крупные города захватили на пограничье. А потом, значит, вот эти вот, надо было им бомжей-фанатиков куда-то девать, видимо, сидельцев каких-то и так далее. И там чуть ли не дети и старики, короче, с палками и с этими шли вот этими волнами, значит, на иракцев. И, в общем, там тоже стабилизировалось, значит, это, и вот, в общем-то, война на истощение была. И вроде как говорят, да вот, американцы там накачивали Хусейна, значит, оружием, потому что хотели, чтобы вот он скинул этот режим. Хотя я так понимаю, что на самом деле там ситуация гораздо более глубокая была. Потому что там, ну, и религиозная компонента была, и Саддам боялся о том, что вот эта вот, значит, система вот революции, которую они там, значит, хотели, они, наверное, там уже взбудораживали большинство иракского населения. Иракское население, большинство же это шииты. Сейчас фактически... Подожди, разве это шииты? Это шииты, там была... Нет, шииты, которые живут в Ираке, их большинство. По населению. Там север, там небольшое арабское вот это население. Арабы, понимаешь, там-то персы, шииты. В Иране, да. А в Ираке это арабы-шииты. Понял логику? И там несколько шиитских же святынь, там в Кербеле, там еще где-то находятся. Ну и, по-видимому, естественно, что... А руководство вот это все, Баас, там все саддамовское, это были сунниты. Ну, исторически там, видимо, так... Багдад держали, так скажем, в своих руках. Ну, там очень долгая история, на самом деле. Восток, как говорится, дело тонкое, там надо разбираться гораздо серьезнее. Ну, и вот сейчас то, что происходит, это, естественно, как это революция молодежи. Там уже армия, говорят, дезертирует. Уже вот эти вот, значит, какие-то еще
значит, вооруженные формирования, которые не корпус исламской революции, а еще какие-то, тоже там начинают убегать. Ну, то есть, потому что режим уже сам себя как бы дискредитировал на 100-500%. И поэтому, естественно, что помимо экономического кризиса, еще, конечно, повлияло то, что 1,5 миллиона по ним ударили их же. денег доллар стоит. По ним же ударили. Да. И вот это вот, когда они объявили, что они в этой войне с Израилем победили, ну, это вот, понимаешь, это же было, ну, смешно. Это же всем понятно, что Иран там только проиграл. Поэтому, естественно, все, что не делается, все, как говорится, к лучшему. И сейчас уже горят Пентагон, окрестные пиццерии, они завалены заказами. Есть такой индекс там по гейским барам и по пиццериям, короче. Если они там в какие-то определенные часы времени получают много заказов или там пустуют гейские бары, то, соответственно, это значит где-то в Пентагоне готовятся, значит, к проведению какой-то операции. Но я, видимо, думаю, что там две операции на самом деле может готовиться. Это против наркокартелей, потому что Трамп сказал, что в своей речи, когда они Мадуро-то выкрали, он сказал, что вот хорошая женщина, Шейнбаум, президент Мексики, но она очень сильно зависит от картеля. Я ей уже давно, говорит, звонила, я говорю, хочешь мы наведем порядок? Да. Она сказала, ой, нет, это наша суверенная территория, я своей армией сама там все наведу. Ну и понятно, что не наведет. Конечно нет, потому что она бабки получает. Не, но картели-то они тоже не пресекли, потому что тему-то такую. Трамп прекрасно знает, что эти картели вывели из Америки через наркотики, через работорговлю. Там сейчас куча тоже инсайдерской информации о том, что как картели инвестируют эти деньги, то есть они их не напрямую раньше, как вот показывали в фильмах, там вывозили там бочками, чемоданами, мешками, там, мешками и так далее. Нет, они их там в Америке оставляют и финансируют, не просто отмывают, а они финансируют различного рода предприятия. Девелоперские, там, по добыче, сельское хозяйство там, и так далее. Ну, вроде как там денежки оставляют, но какая-то часть, по-видимому, основная все равно выводится на их там какие-то в криптовалюте, там, в каких-то других счетах или через китайцев отмывают. Ну и, в общем, логика-то в чем? Потому что Трамп, если бы они сказали, что хорошо, Трамп, мы вот это все прекращаем, но все, что мы у вас украли за счет нелегального, мы инвестируем в американскую экономику, понимаешь? Но они-то эту фишку-то не просекли. Понимаешь, они эту фишку, если бы они сказали, вот как сейчас сказала та, которая заменила Мадуро, сказала, мы вам сейчас там 850 тысяч тонн, значит, баррелей продадим по нашей цене, а вы их потом продадите в Америке по рыночной цене. По рыночной цене, короче. И вот можете этими деньгами, значит, распоряжаться. Ну, Трамп, конечно, там обрадовался. Я вот притащил столько денег в американскую экономику и так далее. И там сейчас, ну, вот, как я говорю, две цели, короче. Это, собственно, картели. И вторая цель, это, возможно, Иран. Потому что вот выступил Трамп, сказал, что если режим иранский будет уничтожать свой собственный народ... военных уже все в Великобритании на базах. Ну, я не знаю, не знаю. Как, уже вся авиация? Ну, я думаю, что сейчас, смотри, сейчас же там ситуация такая в Америке интересная. Там сейчас убили какую-то, значит, тетку. Ну, тетка сама, ты не видел, показывали как? Не, ну, там много... Они ее останавливают, он ее на машине говорит, остановись, их двое. Не, ну, это же Америка, культура оружия, это понятно, короче, что... Если на тебя наставили ствол, да то... нет, она поехала на него. Что ему делать было? Не, ну там фишка такая, что вот эти агенты ICA, они не полицейские. У них не такой же статус. Они стрелять они не могут. Если бы они не могли стрелять, у них бы не было оружия. Но ничего не будет ему, это естественно. Конечно. Там я уже почитал Трамп выступил, вот 10 минут американских юристов я почитал, послушал, что ничего этому, естественно, не будет. Другое дело, что, видишь... ну вот удивляет, ну я вот с другой стороны думаю, вот какие все-таки люди, да, они же ведь действительно вот этого Джорджа Ллойда подставили, да. Внезапно там оказался человек, который снимал на очень хорошую камеру, да, и потом внезапно этот
Ну там полицейский. Мелкий жулик там, потом скончался каким-то образом. Тут женщина тоже, ну, вот обыкновенная американка, белая. Трое детей. Значит, видимо, какие-то отношения, вдруг стала лесбиянкой. Она лесбиянка? Ну, как будто бы, то есть она в гражданском союзе с женщиной жила, значит. В Китае сейчас, говорят, такая тема распространена. Значит, матери-одиночки, женщины, ну, воспитывающие сами детей, они ищут другую женщину, чтобы вместе жить в одной квартире и вести совместное имущество. Ну, то есть, вот интересно, да? То есть, однополый брак запрещен, но понятно, что они, скорее всего, ведут больше совместное хозяйство, чтобы там присматривать и так далее, да. Но, тем не менее, это как это, знаешь, большая часть, есть же такой анекдот, большая часть россиян воспитана в однополых семьях. Значит, мамой и бабушкой, короче. И вот здесь вот такая ситуация, что-то с ней случилось, и вот, значит, ну, понятно, что вот в странах, так скажем, постсовка вот это непонятно. Как это, вот там что-то приехала, там активисткой стала, значит, выступать против властей вроде. А для Америки это вообще нормальная составляющая. То есть я не удивлюсь, если бы этот был немножко лопушок, а яичник, та бы его задавила просто, еще бы вот так вот порезала по нему. Да. Ну да, там села бы там и все прочее, но она бы это сделала. То есть у них страха перед полицейскими, перед у них вот это вот, нет, да, христианская благая цель, понимаешь? А ее, она же не, ну, то есть мы-то как с тобой связаны с политикой, мы же можем понимать, что это все могла быть такая многослойная провокация, да, потому что я более чем уверен, что, конечно, они такого рода вот этими костюмированными шоу, демократы там или прочие всякие различные леваки там и так далее, они же могут запросто это все дело провернуть, учитывая то, что, ну, как бы, там люди-то готовы собой жертвовать на самом деле. То есть некоторые думают, что американцы, вот они очень там богатые, и они вот никогда не рискнут своим привилегированным образом жизни, да ничего подобного. Америка, в общем-то, на таких людях и строилась. Как на таких, которые ее застрелили, на таких же, которые вот его давило, собственно. Так что ничего удивительного в этом нету. Давай дальше. Вот... Сейчас же говорят, Дугин выскочил, вот этот дурачок. 2 раза, позавчера. И мне вспомнилась сразу вот картина, значит, Семена Скрипецкого, известного андеграундового художника, который здесь в Польше проживает. И там, значит, изображен на фоне Фейгин, а в центре сидит пахан, значит, Пиантковский такой, помнишь, ну, впавший в деменцию, значит, какой-то аналитик. Да, да. Ну, мне кажется, у него немного деменция, потому что... ему 90 лет. Да, ну и он постоянно говорил такую фразу: опущенный пахан уже не пахан, вроде как. Что вот его по всем фронтам Путина вроде опустили, вот сейчас у него статус вот этот поменяется, и значит его... тоже стал что-то выступать. Да, и вот тут же ведь в чистом виде. То есть он подлодку подослал там, знаешь, там еще какое-то судно там приплыло на угле еще, которое топится, судя по всему, там ее за 100 километров видать там из-за такого столба дыма. Как адмирал Кузнецов, да. Ну, который, кстати, адмирал Кузнецов, ты же слышал, что с ним случилось-то с этим, с посудиной-то с этой? Стоит он его... Не, они же его сгоняли туда, в район Венесуэлы, чтобы он там, значит, провел какие-то учения лет 10 или 15 назад. Да, давно это я знаю. Да, так он с этого-то пришел с поломанными этими установками, короче. Да, и причем самое смешное, что вот американцы, которые там наблюдали, они думают, ну сейчас что-то приплывет, да? А приплыла чадящая просто труба, которую, ну, видать, ну, это, знаешь, последний раз такие, наверное, там, я не знаю, в годах 50-х плавали. Вчера про него писали, что пришла туда комиссия на него, его списывают, его все... Нет, а почему его списывают-то? Он год назад сгорел. Так дело не при ремонте. Комиссия пришла туда вчера, позавчера, стали разбираться, смотреть, все документы поднимать, и там, оказывается, очень много хищений во время этого его стояния в доке, и они теперь будут разбираться. Вот это, да, ремонт мы хотели затеять, а все деньги, которые вы, они все украли. Ну, естественно, и потом подпалили. Так я тебя прошу и говорю. Даже документы не могли уничтожить, что ли? Так это кто тащил-то? Ты понимаешь, ну, заводят там третьего субподрядчика, да? Ну да. Третьего субподрядчика, короче. В итоге он завозит туда, на судно, работяг, которым не платят деньги.
Ну, конечно, работяга видит медь. Ну, надо открутить. Видит какую-то деталь. Там сейчас же гуглить можно. Так там, Опа, за так это там и деньги украли. в этой детальке, значит, это. Ну, его так и растащили, Ну, короче. короче, Понимаешь? все. И, а когда он сгорел, и слухи-то появились о том, что, я думаю, там хищения пошли, я думаю, как его на чермет не сдали. Но фишка-то, видишь, в чем? В том, что я спросил, а чем стрелять вот этой, ну, подлодка, что всплыла-то? Ага, героически. Понимаешь, то есть подлодка это вообще скрытая. Что-то скрытое под водой плавает, там, значит, если она баллистические ракеты несет, она, значит, вообще даже не всплывает, потому что она должна эту баллистическую ракету из-под воды пустить, значит. Всплывали раньше для чего? Для того, чтобы ну, во-первых, кислородик, воздух закачать. И зарядить Да, батарею. зарядить батареи, перезарядка, короче. И всплывали тогда, когда торпеды закончились, и на носу вот этой, значит, стояла пушка, и достоверно было известно, что это было торговое судно, и торговое судно просто с этой пушки валили, короче. Сейчас современные подводные лодки такой пушкой, ну, просто не оборудованы, потому что у них цели и задачи другие. А я такой думаю, а вообще, есть чем этой подлодке-то стрелять-то? Я думаю, что это просто И я акт погуглил. устрашения. Ага, сами себя так испугались, наверное, что там наделали кучу, каждый из моряков всплыли, чтобы, ну, проветрить просто подводную лодку. И вот я почитал, что в каждой торпеде современной, вот, которая, ну, не ядерную боеголовку Да, там и так далее, от где-то 34-35, а может быть и 100 килограммов серебра чистого. То есть у меня такое ощущение, Это что... много. Нет, ну, вот это так и есть. То есть там серебро используется в качестве в аккумуляторных батареях. Плюс, конечно, тогда, ну, когда этого серебра было очень много, они, ничего не думая, из него и электронику, вот эти всякие там проводки, Да. там все прочее делали. Вроде бы как в 80-е годы что-то начали производить, потому что, ну, видимо, очень большие хищения были, ну, и потом серебро резко подорожало, скорее всего. Да. Сейчас серебро тоже, кстати, в цене наряду с золотом. И в этом, платиной, да, ну, тут понятно, что несколько иные причины, значит, дорожания золота и серебра. Никаких финансовых советов мы вам не делаем, дорогие друзья. Но факт остается фактом. То есть я-то думаю, что вот сейчас это все обнажило. Не просто вот эти 4 года, да, когда украинская армия восстала из пепла фактически. Сейчас, мне кажется, одна из ведущих армий мира, если ее достаточно серьезно ее перевооружить, с боевым опытом, значит, и вот эти всякие там подлодки, которые как будто бы там плавают, да, ну это, ну, смешно же, ну, всплыло, ну что. Главное, что она всплыла, для чего? Так в том-то и дело, они же ничего не сделали. Конечно. Зачем было всплывать? Так нет, так даже если бы они что-то и сделали, она всплыла, ну вот она всплыла. Ну и что ты думаешь, опущенный пахан уже не пахан? Ну ты что, его вот с тех пор, как с этим, с Мадуро случилось, его же вообще нету, нигде не выступает. Тихо, спрятался, все сидит. И я прочитал так, что вроде где-то его в бункер в какой-то запрятали вообще на бешеную глубину. А Кабаева сейчас в слезах бегает вокруг там, в этом, где это, куда, где его обстреляли, его резиденцию. Вот у меня такое И ощущение... она просится, чтобы ее вывезли куда-нибудь. У меня такое ощущение, что это вот ФСО. Там же дело в том, что, ну смотри, вот Мадуро, он вынужден был поменять своих охранников, потому что думал, что они его продадут. На кубинских. На кубинских, да. Ну вот кубинские, они, наверное, единственные были не в курсе, что его уже сдали Мадуру. Значит, вместе с его с этой. Ну и, видимо, что-то там пытались его там куда-то запрятать, тоже в подвал. Ну их всех же перестреляли. Так перестрелять-то перестреляли, но фишка-то такая, что дверь-то в бункер-то не закрылась. Он не смог ее закрыть, потому что, скорее всего, дверь-то обслуживали венесуэльцы. Понимаешь логику? Я по этому поводу ничего не могу сказать. Я могу сказать, что эти американцы, их спецназ, они приехали, даже взяли с собой эти болгарки, пилить двери. Не, ну понятно, а как еще? Поэтому для них что закрыта дверь, что открыта. Не, ну понятно, что там необыкновенная дверь была. Ну просто видишь, агентурная работа. Но
Я читал еще лет 10 назад о том, что, мол, будто Путин в заложниках у ФСО, вот этой Федеральной службы охраны, да, причем она, вот это единственная служба, которая не реформировалась вообще никогда. То есть, если помнишь, КГБ же запретили Ну да. и сделали потом, Брексит. что это комитет госбезопасности, а потом сделали... Федеральная служба. Нет, как-то она там по-другому называлась поначалу. Агентство какое-то типа. То есть до того, как стала ФСБ, она там что-то, ФСА там что-то, или как-то вот так, типа агентство какое-то было. Потом они сделали ее как бы службой, Федеральная служба безопасности, как ФБР, типа, да. И я помню, наша там правозащитница, это Низовкина, говорила, ну вот они как бы завуалировали комитет под службу. Вроде это что-то маленькое, что-то незначительное и так далее, что мы вот просто политическими убийствами не занимаемся, провокациями не занимаемся. Ну, вот она так объясняла. Что это просто обыкновенная служба какая-то. А вот ФСО, оно как существовало при Сталине, и только со временем разрасталось. И там интересная ситуация, что якобы вот в этой ФСО, там вот этот непотизм, кумовство приветствуется. То есть, если у тебя там кто-то, значит, при дедушку Сталина там кормил или там, значит, колол или там убирал там портянки егошние, стирал там и так далее, то они все вот в этой обойме остаются. По наследству идет, да. И их там, что эта служба разрослась там то ли 50, то ли 100 тысяч. Нет, что ты... И вот у меня такое ощущение там складывается, что они могли просто Путина пугать. Там, наверное, что-то прилетело, но понятно, что это не с украинской стороны, но что-то прилетело для того, чтобы попугать Вову, и чтобы Вова, ну, им там подсобил. Я думаю, если попугать, то даже без прилетов они пришли, ему сказали, что вот на тебя летит, блядь. Он же... Но я вот думаю, что они как раз и создали вот эта вся шайка-лейка-то, вот эта ФСОшная, они создали вокруг вот этого Путина ореол того, что он царь. Не просто ореол, они Понимаешь, его что они, как скорлупу, что да. они свита, значит, что вокруг егошняя, него ничего нет, которая вот так только в рот они, ему смотрят, да, этому опарышу, как он говорится. даже не знает, что творится. Ага. Вот он. Ты видел его? Он в церкви был, как он выглядит? Я не смотрю русский телевизор. А это не русский телевизор. И не собираюсь. Вот ты, Сергей, у нас специалист, как он депутат. Он так плохо выглядел. Ну, конечно, 70 лет. Он же твой ровесник, нет? И такую нес, и такую чушь нес, бляха. Он детей, стоят эти грушники, с которыми он в церкви был, и дети там, человек 5. Вот. И он стоит и детям рассказывает про войну, бля. Про то, что вот люди должны умирать, что это Бог посылает, что это смерть, это необходимость на войне. Детям, которым по 5-8 лет, он им рассказывает это. Это же насколько надо быть умным, чтобы дети слушали это. Вот. Ну, понятно же, что это он не детям рассказывает. То есть, это заранее заученный текст, конечно, который, значит, вот думаю, людишкам надо скормить, этим дурачкам. Что сейчас Путиным не то, что руководят, но очень сильное влияние на него имеет. Это Сечин, Патрушев. Угу. Вот. Ну и, наверное, кто-то из Ковальчуков, из братьев Ковальчуков, которые сильно. И вот Путин даже, я думаю, может и раньше нет, но сейчас их больше начинает, мне кажется, бояться, чем всего остального. Ну, потому что Сечин, представляешь, что Сечин потерял все, что в Венесуэле было. Китай потерял 100 миллиардов долларов инвестиций. Ну, Китай, ладно. Китай это государственные деньги, а Сечин-то свои потерял. А еще вчера слышал, что в Ираке случилось? В Ираке, не в Иране. В Ираке. Так. Там же, помнишь Дерейзори этих вагнеровцев? Это да, Сирия. Дерейзор, это Сирия. Пристрелили, помнишь, американцы? Ну, это давным-давно было, но. Ну, зачем? Это был где-то 18-й год. А вчера Курна, знаешь, там есть такая лукойловская нефти. Что это, Курна? Да. Большая или малая Курна, да, посмотри.
Это лукойловские нефтедобывающие места. И вот вчера Ирак объявил о их национализации. То есть он забрал у Лукойла все. Даже не сказали, что мы там выкупим, как Трамп поставил условия Лукойлу и Сечину, что продайте все свое. А Ирак просто забрал и национализировал. И Лукойл загрустил. Но я думаю, Поэтому, что... Ага. ну вот поэтому я думаю, что сейчас они видят, что Путин вообще никакой роли нигде не играет. И они, я думаю, на него тоже с какой-то степенью не то, что злые, Но, считают, что он сейчас уже помеха для них. да, вариант с табакеркой, это вот когда, значит, все Сечин уже с Трампом и договорился быстрее, чем Путин. его закрутят в смирительную рубашку и отвезут в Гаагу судить. Поэтому, ну, есть такой вариант вот с табакерочкой. С другой стороны, ну, они просто вот не случится ли с Вовой чего там, вдруг, ну, начнет там раскрывать и всех с собой потянет, всех понимаешь? собой. То есть Ну, тут еще, такое он тут еще может логика, так сделать, да. логика такая может быть, что его лучше тюкнуть, наверное, и поставить, и продать через хороших русских вот кого-то. Ну, не вот этих вот предателей, типа Карамурзывки, я в кавычках это говорю, да, ну, то есть, потому что тут же логика такая, что вот они же вот это вот все раздувают, что вот эти там предатели в Варшаве сидят на радио, там, Халтаров с этим, с Васенко, значит, обсуждают что-то, вот он комментарий этот на погонах какой-то хрен пишет здесь. Значит, а вот надо своего какого-нибудь. И вот начали через хороших русских продавать Козака. Что, мол, он с самого начала был плох, там, значит, против был, там, это, пятое, десятое. Сейчас вот его начинают это, что в случае чего, ну, подсунуть, значит, какое-то полено, которое там, значит, которое бы они могли, ну, продать. Потому что, ну, остальных-то нет, все же там в этом, как его, в обойме, как у них там эти фразы, фраски. А ситуация-то, видишь, такая случится, что вот Трамп, да, вот все же там, ха-ха, вот эти вот все вот, ну, я помню, вот когда Трампа выбрали, все такие вот бегали, все такие умные, все такие вот, особенно вот это либеральные вот эти русские, там, значит, хорошие, нехорошие, все прочие, вот там Трамп, там, да это, да пятое, десятое. А видишь, как хитро он все сделал. Он вот так все обернул. Сейчас Мадуру эти свои сдали. В Иране. Вообще они там даже копейки не вложили для того, чтобы просто... Трамп просто пришел и всех их вот так, как, знаешь, опущенный пахан, уже не пахан. Я принял решение, и они вот, евреи же, ну, израильтяне не уничтожили там ничего. Это же именно американцы удар нанесли. И эти съели, схавали, понимаешь? А народ-то чувствует. А расхавали вот эти вот все там корпусы стражи исламской революции и все прочее. Ну, то есть вот они нас-то безоружных могут уничтожать. А вот видишь, а Трамп-то пришел. И самое это... главного самого начальника уничтожил. Самое это, что смешное, что там в Неаполе случился самая смешная ситуация. В Неаполе там собрались венесуэльцы, ну, экспаты, значит, и праздновали свержение Мадуро, значит, захват его. И на них напали, значит, итальянские леваки, значит, мол, вот несознательные люди радуются вот тому, что американцы нарушили там какие-то международно общепризнанные правила там и все прочее. Ну, то есть это вот эта вся мразь. И здесь тоже же под американским посольством выбежали вот эти все леваки там и так далее, флагами махали венесуэльскими. И я более чем уверен, что здесь я, ну, нескольких венесуэльцев знаю, не общаюсь с ними, ну, пару раз встречал. Я так еще удивился, что, ну, вроде как, что они здесь делают-то? Ну, и какой период там, ну, мало ли, может, они-то агентура. Это венесуэльская, кто его знает. Женщины же красивые, понимаешь, там. И, ну, я так понял, что вот там существовал в Венесуэле в свое время средний класс, у которых там и деньжата были где-то за рубежом и так далее. Все равно это же не совок была страна, не закрытая, короче. То есть у них какие-то деньжата были, может, связи были, образование было. Вот они все разъехались как раз. И я вот читал недавно статью о том, что оказывается, что в Венесуэле
один из основателей, там много, говорят, этих хороших, математическая школа хорошая, а основал ее выходец из еврейской семьи с Одессы, который в свое время эмигрировал, они смогли после революции или после каких-то вещей смигрировать в Аргентину. И в Аргентине, когда там тоже произошла какая-то то ли переворот, то ли еще что-то, и, в общем, ну, он между странами ездил, между США, там, вот, ну, по всей этой Латинской Америке. И вот он уехал как раз в Венесуэлу. А там же у них И в университете. Нет, и в университете начал заниматься, открыл целое направление, там, в общем, ну, как это любая интеллигенция, так и, ну, должна заниматься, в общем, этим. Ну, и через образование, в общем-то, многие, видимо, выехали, в том числе здесь, в Польше. Я не знаю, правда, они махали здесь флагами, собирались, но я более чем уверен, что да. Потому что, ну, Мадуро это просто вот олицетворение вот этой недодиктатуры, которая там существовала. Да, сам Мадуро, да. В силу, так Вместе сказать. со своей женой. Ну, жена-то, я думаю, что жена как раз похитрее и поумнее Мадуро. Не, ну, собственно говоря, про нее как раз и говорят, что чем-то Ельцин, это она стояла за всеми вот этими преобразованиями, в которые выродился вот этот чавистский режим. Так, следующий вопрос. Так, сколько мы? 40 минут в эфире. Что-то еще ты хотел сказать? Как там обстановка на фронтах? На фронтах ты имеешь в виду в прямом смысле или в общем? Да. Ну, вот этот, война Капустина, РДКшника с этим, с Волковым. Ну, это вообще, я даже не хочу это обсуждать. Я не думал, что Волков настолько глуп. Понимаешь, вот серьезно говорю. Настолько надо быть глупым. Только, значит, пошел слух, что Капустина застрелили. И Волков сразу же правильно, эту тварь надо было убить, Буданова надо расстрелять, всех надо убить. И как только сказали, Капустин жив, Волков заткнулся и молчал. Не, я так понял, что это была какая-то некая переписка внутренняя, значит. Почему? И потом, Волков нет, это громко объявил. потом он, значит, когда эта переписка всплыла, ему, значит, предъявили претензию, что, мол, ты, ну, что ты вот, ну, за слова-то, за базар-то готов отвечать. И меня вот так вот удивило, ну, вот, как бы, да, то есть, одно дело, это какой-то там олигарх престарелый Невзлин, который там он не дурак, он там какого-то вот этого, который здесь в Варшаве сидит, каких-то там болел, нанимал, короче, чтобы они там, значит, какие-то дела сделали с Волковым, да. Но я более чем уверен, что Невзлин, он бы это не стал делать просто из личной неприязни. Я думаю, что Волков Невзлина швыранул на бабки в свое время. И, в общем-то, Невзлин это как-то дезавуировал, потому что он говорил, что они разок с ним встречались, и там, видимо, Волков рисовал, видимо, как... Судя по картине, что, видимо, там стояла сумка с деньгами, значит, Волков эту сумочку, значит, это, и вот он рисовал, что они вот сделают с Путиным, короче. И, по-видимому, ну, оказалось, что они просто денежки-то взяли. И нормально жили. Нормально жили, ну, я не буду выдумывать, но это очень сильно похоже на то, что произошло. И вот тут это же не просто Капустин какой-то там, ну, боец вот как там. Потому что это же... Геннадий Гудков-то, Невзлин же, тоже это не мои слова, но Невзлин ему помогал, и материально очень сильно помогал. И Гудков же, видишь, он добросовестно отрабатывает. То есть ты считаешь, что это человек Невзлина? Гудков, я думаю, что да. Ну как? ФСБшник вот этот. Старший, который или младший? Старший, да. Потому что там Невзлин ему дал деньги на лечение жены. Кстати, я насколько помню, Гудков, Перегудов, это еврейская фамилия от Ягуды, по-моему, если я не ошибаюсь. От еврейского имени Ягуда. То есть Гудков еврей, получается. Да, это... Сейчас же знаешь, кого можно и тебя переделать. Ты что? ДНК уже сдал, видишь, не получится. Ты за ДНК тут в американскую это организацию? Да. Но я думаю, что Волков-то на это, как его, ну, испугался просто.
Может быть, но я просто настолько глупый, я не ожидал. Там же и РДК выступила, Да значит, там все выступили. и даже, по-моему, премьер-министр Литвы или кто ли там Да, высказался так о том, они что нет, так так мы тебя против, сейчас ВНЗ мразота подожди, лишим. против него же дело возбудили. Так, а В видишь, Литве. фишка-то в чем? Я вот что удивляюсь, да? Вот у меня инсайдерская информация была о том, что в свое время вот эти навальнисты, которые в США попали, им чуть ли при Байдене не выдали сразу же Гражданство? грин-карты, а затем в течение года они эти грин-карты конвертнули в Гражданство. американское гражданство. И у меня такое ощущение складывается о том, что у него-то паспорт американский. У Волкова? Да, ну просто вот по логистическим причинам он живет. Знаешь, по каким причинам? Я помню, когда мы принимали беженцев в транзитном центре, и все что-то хотели в Прибалтику ехать. Я говорю, так а что там, ну, страны-то бедные. Ну, вы знаете, там же школа на русском языке есть. Люди на русском языке говорят. Это вот такие вот беженцы-то с Украины, короче. И я такой, странно. Но потом мы почему-то решили, что они просто так говорят, потому что дальше транзитом они просто ехали в Рашку. То есть они не оставались ни в Эстонии, ни в это, они ехали в Рашку. То есть они не говорили нам, что они едут в Рашку. Понял? Я понял. Понимаешь, да? Ну, это вот такая вот это. Часть беженцев из Украины, от которых, слава богу, что Украина избавилась, я так считаю. Конечно. И в этом отношении, конечно, ну, вот такая ситуация. Но и тут тоже может быть такая вот логика в том, что почему он там сидит. Да? Хотя, казалось бы, там что. Почему они вот так развалились? Волков в Литве сидит, Жданов неизвестно где, Соболь в Латвии. Как-то развалилась их ФБК. Навальная вообще бегает вместе с Яшиным где-то. И с Карамурзой. Нет, ну я думаю, что у Навальной, Яшина и Карамурзы просто американский паспорт. И, в общем, думаешь, уже есть? Не, ну у Навальной 100%. Что, она же не потому у Навальной, у Карамурзы может быть. Ну, Карамурза, он был известен, что у него а у тех еще, паспорт. Я думаю, нет пока. Это не проблема, там даже при Трампе им могли выдать. Нет. Что там вот насчет ПАСЕ? Кто от вашей организации подался? От съезда народных депутатов. И ты имеешь в виду Курносовской? Нет, от съезда и от Раскольников. Пономарев, Ковалев, Пономарев, Ковалев, по-моему, этот Гуляев, герой Советского Союза. Вот. Я не знаю, кто еще. А от Курносовского? От Курносовской Курносова, потом Константинов, Мирзагулов, который тоже говорил, что как-то... Так Мирзагулов, он по какой? По нацменской ставке или как русская оппозиция? Знаю, я его перестал уважать после того, как он сказал, что он делегат съезда народных депутатов. И это он говорит, разговаривая с Курносовым, говорит: Оля, ну ты ж помнишь, я же депутат. Я думаю, когда же ты депутатом ты стал? Он же был где-то в администрации президента, там терся где-то. Вот. Ну, откровенно говоря, я не знаю, но я слышал, что в свое время он гадил активно вот башкортам, так называемым. Мирзагулов, Курносова, Константинов. Сейчас я вспомню еще. Ну и все. Нет, там 5 или 6 человек, остальные те, кто онлайн, так сказать. Вот. Я еще хотел себя тоже, давайте меня запишем. Как раз Курносова меня поздравила с днем рождения. Индивидуально. Да, кстати, Серега, поздравляю тебя с днем рождения. 70, ну я в эфире. Я я хочу... 71 год. И... Кто вот зрители, дадите Сергею 71 год? Наверное, дадут. Вот сейчас через какое-то время напишите комментарий, дали бы вы Сергею 71 год. Ты знаешь, и вот, значит, вот они там их 5 или 6 человек выдвинулось. Я хотел, давайте, хочу сказать, Оля, меня тоже запишите, я тоже запишусь в ПАСЕ. Ну, не знаю. Ну, туда, однако, слушай, все, кому не лень, подались туда. Да, подалось всего там человек до 40. Ну, я думаю, будет Каспаров, конечно, наверное, будет Ходорковский.
Вот. Ну, ихняя компания. Там же всего надо человек 10, не больше. Там, ну, Нет, там 12. будет 12 человек. 12 человек. Я так понял, что ну, из всех вот этих вот, значит, источников информации, которые есть, Джамбулат Сулейманов, движение «Единая сила», плюс украинская делегация, они добивались создания в ПАСЕ группы именно вот представителей, значит, порабощенных, колонизированных народов. РБК Это именно так. Капустина Курносова записала туда. Это именно вот так вот звучало. И они это с момента того, как их в ПАСЕ пригласили, видимо, консультационный статус, я не знаю, какая там процедура, ну, потому что я знаю одного якутского деятеля, вот он в ООН получил консультационный статус в свое время. Ну да, ты говорил. И, значит, и он там выступает. И, в общем-то, да, я так понимаю, что сделав определенную бюрократическую работу, ты можешь вот консультационный статус, имея свой собственный фонд, свою собственную организацию, формально зарегистрированную, можно получить консультационный статус. То есть там тебя приглашают, выслушивают, ты каким-то экспертом становишься, 5-е, 10-е и так далее. Но многие, вот видишь, национальные движения, они, ну, и финансовая сложность, и территориальная раздробленность, понимаешь, вот это, ну, были бы бабки, конечно бы, все как на мази бы пошло, естественно. То есть, поскольку никто не финансирует, приходится помимо, значит, общественной работы заниматься и физической работой, и, в общем-то, часами, значит, очень много времени тратить на физическую работу, поэтому, естественно, очень тяжело. А донат приветствуется, кстати, дорогие друзья. Но донаты, я не ФБК, донаты из Рашки мы не принимаем, короче. Да вы не перечислените никуда, только из-за рубежа. И вот именно создавая организации, вот я считаю, что вот это наше движение бурятское национальное, националистическое, оно вот должно по этому пути идти. То есть с формальной точки зрения все это делать, потому что, ну, мы уже, откровенно говоря, устали вот от этих всех активистов. И вот которые сейчас в это ПАСЕ подали, значит, там я, правда, не знаю, кто от представителей национальных и национально-освободительных движений подался. Петербурга, как и я. Ну, Гармажапова, она по какой? От Ходорковского? Нет, она же вроде как где-то заявляла, даже на Фейсбуке писала, что она, в общем, подаваться-то не будет, потому как... По-моему, она подалась. Ее подали. Что-то такое. Ну, как нацквоту, потому что, ну, вот кто стоял за тем, чтобы, значит, натравить двух ненормальных лиц, так, скажем, женского пола, одна, наверное, с непоставленным диагнозом олигофрения, другая с непоставленным диагнозом аутизм, но очень близко похоже, значит, натравить на представителей коренных малочисленных народов Севера, вот. Сулинзигу, значит, Чукчуздора там и так далее. То есть это уже неспроста, это было вдруг ни с того ни с сего, вдруг там чуть ли не... Ну, там потом шизофренические всякие подключились, мошенницы какие-то, феминистские, там что-то вот это вот вся мразь эта, которая в свое время там на путинские гранты сидела, жила, ну, делали вид на Запад, что вот там какие-то лесбиянки есть, вот еще там какие-то есть, там, значит, ну, понимаешь, что вот да. Тут гомосексуалисты за мир, там, значит, тут, значит, лесбиянки антивоенные, там, ну, такие, вот, у которых там ОНО всякие, знаешь, вот эти вот общественные организации, так называемые, они там подсасывают из русских бюджетов, из путинских бюджетов денежки это подсасывали в свое время. И вот их продавали там вот этим ненормальным американцам, там вот этим всем под видом, под соусом того, что, значит, там что-то имеется, короче, что-то есть. Ну, посмотрим. Ну, Максакову записали туда. Ну, в общем, ладно. Когда будет съезд, что-нибудь есть новенького? Когда столоваться-то будем? Ладно, вопрос снимается. Так, дорогие друзья, ну все, наш эфир подходит к концу. В общем, до новых встреч через неделю. Прощаемся с вами традиционным способом, принятым на моем канале. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть.
Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч.